человеческое общество, к сожалению, стало равномощной такой силой с биосферой. То есть у человеческого общества возможности разрушить жизнь на нашей планете реально имеется. И чем он успешно занимается, этот человек. И я уже говорил вам о том, что самое главное, что в истории человечества толкало его в пропасть различных катастроф, в которых, значит, выживало очень немного людей, так и сейчас. Но вот было несколько таких катастроф, и человечество, в общем, можно сказать, случайно осталось на поверхности планеты. Самая тяжелая катастрофа, она была в неолите. Тогда параллельно жило около 5 миллионов лет, выжило не больше 50-100. На самом деле это очень такая история более сложная, чем просто выжило 100. Они, когда существовала эта группа из 100 человек, существовали и все эти 5 миллионов. Но от всех этих 5 миллионов потомков не осталось. Они на протяжении многих тысячелетий жили параллельно вот этой группе. И только эта группа стала предком всего человечества. То есть у нас, в принципе, у всех людей, которые сейчас сохранились на планете, одна мама. Вот это легендарная Ева. Вот. И это вообще-то генетический факт. И по истории вот этого человечества так существует так называемые бутылочные горлышки, через которые проходит только очень незначительная часть. А общая эволюция человека как биологического вида, она длится около 3 миллионов лет, длилась. И было очень много, так сказать, представителей уже рода Homo. Вот. И из этого, и причем там были прекрасные образцы, ну, которые, так сказать, могли голыми руками разодрать клочки тигра и льва. Вот. Но вот эти огромные, так сказать, сильные и, так сказать, непобедимые люди, они все вымерли. И одновременно, параллельно с теперешним Homo sapiens жил Homo neanderthalensis, неандерталец. На протяжении тысячелетий мы параллельно сосуществовали с этим неандертальцем. Но неандерталец в конце концов вымер, хотя по многим показателям был лучше, чем сапиенсы. Он был крепче по телосложению, у него мозг был больше. И вообще, то есть он был очень успешный там охотник и все прочее. То есть у него была масса достоинств, которых не было у достаточно хлипкого кроманьонца. И этот хлипкий кроманьонец все-таки выжил, а неандертальцы все вымерли. И вот тут как раз нужно очень хорошо понять, какая была истинная причина. Ну, в то время как и сейчас, поскольку все, так сказать, заражены, так сказать, эволюционной идеей Дарвина, что там вся эволюция – это борьба за существование и за выживание, и межвидовая борьба, и внутривидовая борьба, и сильнейший побеждает слабейших. Вот, и вот что якобы вот это был путь. Мы в данном случае видим совершенно иную картину. Слабейший кроманьонец выживает, а сильнейший неандерталец, похоже, у него все-таки мыслительные способности были не хуже, если не лучше,
чем у кроманьонца. И он, тем не менее, не выжил. И еще один момент. Значит, в генах современных людей есть гены этого неандертальца. Почему? Потому что женщины их предпочитали. Это были действительно очень хорошие мужчины, которые могли обеспечивать кормом значит, свое подрастающее поколение. Это было чрезвычайно важно. Потому что в отличие от всех животных этого уровня, такого размера, каким является человек, у человека беспомощная часть, так сказать, младенческая часть жизни слишком велика. И они зависят как раз от того, насколько способна, значит, женщина привлечь такого мужчину, чтобы он обслуживал на протяжении нескольких лет всю семью, кормил и детей, и ее, потому что она была не способна в это время обеспечивать себя пищей. У нее все время уходило на уход за этими недоразвитыми детенышами. Потому что у всех остальных диких животных детеныши, можно сказать, почти мгновенно становились на ноги. А тут этого не происходило. Вообще-то говоря, считалось, что долгое время считалось, что это вот как бы очень большой минус в развитии человека как вида. Это оказался очень большой плюс, потому что именно необходимость заботы о другом и заботы не только самки о детеныше, но и самца о семье построили такие социальные отношения и такие механизмы организации поведения, которые в дальнейшем и создали современное человечество. То есть, если бы не было беспомощных детенышей, не было бы и современного человека. Поэтому детство, вот это беспомощное, играет огромную роль в становлении человечества. И нужно сказать, что здесь еще огромную роль играет вот то, что они были как бы дети не вполне, так сказать, развиты с точки зрения включения не только в деятельность по добыванию пищи, но и в коммуникационной деятельности. И поэтому приходилось выбирать именно такого рода коммуникации, во многом построенные на чисто эмоциональных отношениях, а не просто на обменами сигналов. И очень долгий период обучения, включения в, так сказать, во взрослую жизнь – это очень огромный плюс, потому что именно этот процесс и позволил вот выработаться всем тем механизмам, которые в конечном счете сделали человека человеком. То есть не биологическую часть развивала эта особенность, но социальную. И не физические возможности, а умственные. И не просто умственные способности, но и душевные, духовные способности.